Следующий докладчик. Республиканская партия Туркменистана в убежище, а потом Туркменский фонд, Хельсинский фонд по правам человека. Я Нурмухамед Ханамов, представляю Республиканскую партию Туркменистана в изгнании. Власти Туркменистана демонстрируют отличные отношения со своими соседями. Но когда касается вопроса национальных меньшинств, то в стране совершенно другая картина. Две области Туркменистана на востоке страны граничат с Узбекистаном, где проживает много узбеков. Еще при жизни Ниязова, это первый президент Туркменистана, были закрыты все школы на узбекском и казахских языках. В то же время в Узбекистане, даже в нынешнее время, в школах на туркменском языке ежегодно оканчивает более 1000 выпускников. Положение в Туркменистане и ныне такое же, хотя замглава МИДа Туркменистана Хаджиев, выступая на заседании Комитета ООН, посвященной ситуации Туркменистана, заявил, что в Туркменистане полностью отсутствует проблема нацменьшинств. Он, видимо, забыл, как выглядит выступление молодых спортсменов, школьников, которые достигли высоких успехов и попали в финал чемпионата страны. Один из примеров – это школьник Сулейман Турсунбаев, который дошел до финала по вольной борьбе на чемпионате страны. Его предупредили, чтобы он проиграл этот финал, потому что должен был победить туркменский спортсмен. Он, конечно, не послушался, и в итоге он выиграл этот финал. После этого он был жестоко избит, и в больнице он погиб, умер. И еще один пример. Ни в парламенте, ни один руководитель из нацменьшинств не занимает посты в государственных должностях. Это все подтверждает, насколько отсутствует проблемы с национальными меньшинствами. Я с 2003 года посещаю данное мероприятие, и в течение 20 лет постоянно этот вопрос стоит в повестке дня. Я бы хотел порекомендовать ОБСЕ, что пора, наверное, уже кроме пожеланий и рекомендаций, приступать к более жестким мерам, нарушающим свои обязательства стран-участников. Может пересмотреть положение, может применять нарушителям какие-то санкции. Спасибо за внимание. My name is Mohamed Khanamov. I'm the representative of the Republican Party of Turkmenistan in exile. The government of Turkmenistan present very good attitude to their neighbors, but as regards national minorities, the country faces a totally different picture. Two provinces in the east of Turkmenistan neighbor with Uzbekistan, and all schools were closed on Uzbek and Kazakh languages. At the same time, in schools, more than 1,000 students graduate from school and that use Uzbek language. And Hajiev, the head of Tajikistan, presents his speeches at the meetings of the UN, and he said that there is no problem of national minorities in Turkmenistan. He probably forgot that there was a competition of Uzbek students at the sports championships, and they gained some very high results. They took part in the national championship. One of the students was forced to give the winning to the other student because they wanted the Turkish student to win the competition, and he was beaten as a result. And no leader of the national minority takes any high position in the
high-level authorities in Turkmenistan. So this shows that there's a problem with national minorities in Turkmenistan, and it's been in our agenda for 20 years. And I would like to recommend to OSCE to use some other measures apart from recommendations with regard to the countries that violate their obligations. Perhaps there could be some sanctions that could be imposed. Thank you.